Здравствуйте, меня зовут Филиппова Марина Михайловна. Я работаю во врачебно-физкультурном диспансере инструктором лечебной физкультуры. Сегодня я покажу вам гимнастику по Стрельниковой, дыхательная гимнастика. Расскажу, как ее правильно выполнять и для чего она нужна. Дыхательная гимнастика по Стрельниковой может выполняться на улице, а может выполняться и в помещении, но тогда нужен доступ воздуха, то есть хорошо проветриваемом помещении. Вот. Первое упражнение дыхательной гимнастики называется ладошки. То есть ноги устанавливаются на ширине плеч, поднимаете руки вверх, готовите ладони. Вот. Частота дыхания, вернее, само дыхание, делается шмыгаем носом. То есть делается короткий вдох, быстрый, четкий, без относительного выдоха, скажем так. То есть выдох более пассивный. Вот, только вдохи. Значит, частота вдохов 4 раза, 8 раз, 16, либо 32. То есть начинающие делают 4 раза, более опытные 8 и так далее. И доводите каждое упражнение до 96 раз, но циклами. То есть 32 плюс 32 плюс 32. Мы сегодня с вами будем делать по 4 шмыга. Значит, ритм дыхательных движений. Представьте, что вы накачиваете шину. Вот в таком же ритме мы будем с вами дышать. Или, иначе говоря, 3 вдоха за 2 секунды. Вот, но проще, наверное, все-таки по шине ориентироваться. Вот, поэтому, давайте попробуем. Значит, шмык с одновременным сжатием ладоней. Итак, приготовились, поехали. 4 раза. Угу. Еще 4 раза. Хорошо. Это первое упражнение. Второе упражнение. Извозчик. Ноги остаются на ширине плеч. Руки мы сжимаем в кулачки и сгибаем в локтевых суставах. Значит, наклон мы не делаем, выпрямляем руки вперед и разводим ладони в стороны. Сжимаем и при этом выполняем дыхательные упражнения. Итак, приготовились? Шмыгаем носом 4 раза. Поехали. Все, 4 раза. Так, следующее упражнение называется насос. Руки опущены вдоль туловища, ноги на ширине плеч. Значит, выполняется небольшой наклон вниз, руки повисают. Выпрямляемся, руки возвращаются в исходное положение. Значит, шмыгание носом производим во время наклона. Итак, приготовились? Начали. Четыре раза. Достаточно. Так, следующее упражнение называется кошечка. Значит, повороты корпуса с небольшим приседанием и работаем руками. И возвращаемся. На каждый поворот выполняем шмыганье носом. Тоже 4 раза. Итак, приготовились, поехали. Все, 4 раза. Итак, следующее упражнение называется «Обними плечи». То есть руки устанавливаются на уровне плечей. Значит, с небольшим сжатием грудной клетки. То есть разводим локти в стороны и сводим их обратно. Значит, упражнение называется, как я уже сказала, «Обними меня». Ноги, как всегда, на ширине плеч. Итак, приготовились? Поехали. Опустили 4 раза. Следующее упражнение у нас совмещается с насосом и «Обними меня». Значит, если в «Обними меня» правая рука была сверху, то
насос плюс обними меня, левая рука сверху. Шмык выполняется на наклон и на сгибание, вернее, на сведение рук на уровне плечей. Приготовились? Начали. Все, 4 раза. Так, следующее упражнение у нас. Работаем с головой. Значит, начинаем ноги на ширине плеч, руки опущены вдоль туловища. Работает только шея. Значит, повороты головы вправо и влево. На каждый поворот мы выполняем шмыганье носом. Итак, приготовились, поехали. 4 раза. Дальше. Наклоны головы вправо и влево. Называется упражнение ушки. Шмыганье выполняется на каждый наклон головы. Итак, приготовились, начали. 4 раза. Так, следующее упражнение. Маленький насос называется. Наклоняем голову вперед и наклон назад. Исходное положение остается прежним. Значит, шмыганье выполняется на наклон вперед и наклон назад. Итак, приготовились, начали. 4 раза. Значит, следующее упражнение. Переходим уже на ноги. Значит, упражнение называется перекаты. Правая нога вперед, левая нога сзади. Немного сзади. Это исходное положение. Значит, мы поочередно перемещаем корпус с одной ноги, вес на другую. При этом поднимая пяточку вверх. Шмык выполняется на каждый перенос тела. Итак, приготовились? Начали. 4 раза. Достаточно. Теперь меняем ножки. Левая впереди, правая сзади. Начинаем, как всегда, с задней ноги. Наклоняемся чуть-чуть вперед, переносим вес на левую ногу. Правую поднимаем, делаем шмык. Ой. И так далее. Так, следующее упражнение. Называется рок-н-ролл. Значит, ноги у нас ставятся чуть шире плеч. Руки сгибаем в локтях и выполняем подъем ноги вверх. В общем, в принципе, это упражнение проще назвать, наверное, ходьба с высоким подниманием бедра, но вот Стрельникова его почему-то назвала рок-н-ролл. Итак, шмык выполняется на каждый подъем ноги вверх. Итак, приготовились? Поехали. 4 раза. Так, следующее упражнение. Ходьба с захлестыванием голени или просто захлесты. Шмык выполняется на каждый захлест ноги. Итак, приготовились. Работаем. Достаточно. Так, ну и в конце выполняется еще раз насос, дабы упражнений по количеству было 14. То есть четное число. Итак, приготовились. Напоминаю, наклон и шмык носом. Поехали. 4 раза. Так, все, комплекс, в принципе, завершен. Ну, гимнастику можно выполнять 2-3 раза в день. Думаю, больше смысла заниматься нет. Можете делать утром, днем, вечером. Вот, выполняйте 4, 8, 16, как я уже сказала, 32 раза, но 32 раза – это 3 цикла. Между циклами, как правило, делаете небольшой перерывчик, секунд 10-15, и начинаете цикл заново упражнений. Вот, вы выполняйте, то есть делайте гимнастику,
Вот, всего вам хорошего, будьте здоровы, до свидания.